«Гори, гори, моя звезда». Всероссийский конкурс реанимируют. Голосистые таланты Ингушетии принимают в этом самое активное участие. Я бы в школьники пошел, пусть меня научат. В Псидахе открылось новое общеобразовательное учреждение. Трудоустроить нельзя проигнорировать. Девушка с характером в поисках работы дошла до главы Ингушетии. Талант и упорство оценили. Добрый вечер. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Утренняя звезда возрождается. Ингушетия в числе тех регионов, благодаря которым всероссийский конкурс обрел вторую творческую жизнь. Сегодня в Назране прошел региональный отборочный этап. Победители будут участвовать в финале. В жюри основатель конкурса и его бессменный ведущий Юрий Николаев. Репортаж Лейлы Гайсановой. Волнение перед выступлением бывает даже у артистов, которые не один год уходят на сцену. А тут молодые ребята и девушки, которые петь и танцевать начали совсем недавно. Юные артисты пытаются справиться с волнением. Самых талантливых ждут большие перспективы. Специально на отбор участников конкурса в Ингушетию приехали народный артист России Юрий Николаев и главный редактор музыкально-развлекательной дирекции Первого канала Елена Перова. Старания исполнителей и танцоров оценила не только жюри. Выступающим свою оценку дают и зрители. У них уже появились любимчики среди конкурсантов. Концерт был очень красивый. Я даже удивился, как наши ребята выступали. А что тебе больше всего понравилось? Больше всего мне понравилось, как маленькие две девушки выступали, чехи. На таком уровне «Утренняя звезда» проводится в республике в первый раз. В третьем этапе приняли участие юные исполнители и творческие коллективы в двух возрастных группах – от 5 до 11 и от 12 до 16 лет. По правилам, общее количество солистов и творческих групп, вышедших в финал регионального конкурса, не должно превышать 20 участников. Из них отобрали самых талантливых. Сегодня наше обсуждение оно было абсолютно искренним, абсолютно честным, абсолютно непредвзятым. И должен вам сделать комплимент, что побывав в Ингушетии, мы просто не ожидали, что так вот за такой короткий срок такая обширная палитра разных красок. Я представляю, если бы было больше времени и больше, то можно было бы снять вообще одну большую программу только здесь, в Назране. Победителей наградили дипломами и памятными призами. Обладателем гран-при стал ансамбль «Таргим». Мы готовились очень сильно. Мы даже в день собирали их по 2 раза, утром и вечером. Мы готовились очень сильно к этому концерту. И вот получилось вот так, мы выиграли гран-при. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Из объявленных победителей гран-при присуждают только одному конкурсанту, который переходит на 4-й этап конкурса и примет участие в галоконцерте в городе Москве. Лейла Гайсанова, Ильяс Ханиев. Новости 24. Ну а вечером с Юрием Николаевым и Еленой Перовой встретился Юнусбек Евкуров. Гости поделились с руководителем республики впечатлениями от двухдневного пребывания в регионе. Они отметили, что в Ингушетии много талантливых детей, которых можно отобрать на конкурс. В завершении встречи Евкуров вручил гостям памятные подарки. Это книги по истории Ингушетии в переплете из рыбьей кожи и кинжал. Из аварийного в передовое. Современная школа открылась в Псидахе. В новый альма-матер будут обучаться 540 учеников. Общеобразовательное учреждение – очередной подарок от компании «Роснефть». Напомним, на прошлой неделе новоселами стали более 200 дошколят. Не пропустил это событие и глава региона Юнусбек Евкуров. Наш корреспондент Мадина Пугоева с подробностями. За 12 лет преподавания в школе, вспоминает Зара Катоева, приходилось преодолевать немало сложностей. Но труднее всего было работать в немыслимых условиях. Школа находилась в аварийном состоянии. Занятия часто срывались, и дети оставались без уроков. Было уже тесно, делать уже было нечего, неудобно. Даже спортзал, который у нас был в этой же столовой, его разделили на несколько частей, сделали с него классы, поставили блоки. У нас был тут такой переполох вообще. Школа не была оборудована, и поскольку она была разделена на несколько корпусов, уже в последний год вообще все корпуса подряд пришли в негодность. В мае 2012-го началась реконструкция здания, появились новые корпуса. Сегодня это абсолютно новая школа, которая отвечает всем требованиям, необходимым для учебы. Оборудованные кабинеты, просторные спортивные и актовые залы, столовая, гардероб, а также библиотека с большим ассортиментом литературы. Занятия начались еще до официального открытия. В сентябре дети смогли сесть за парты. Теперь они учатся не в 3 смены, как раньше, а в одну. К тому же на базе школы открылись различные кружки и спортивные секции. А все благодаря соглашению, заключенному на Сочинском
партнерском форуме с компанией «Роснефть», которая будет поддерживать республику в социально-экономическом развитии. Мы школу получили, эта школа предназначена на 540 мест, хотя по СНИПам, по всем нормативам здесь можно спокойно и заселить, и провести процесс обучения до 700 учеников. Это большой плюс. А вам же всем желаю учиться хорошо, пользоваться тем, что вам дает власть, государство в целом, и повышать уровень знаний. Если вы в старой школе получали тройки, то в этой школе вы должны получать четверки. Школе в Псидахе почти 90 лет. Эти стены до сих пор хранят память и о военных годах. В это время, как и во многих других школах, здесь располагался госпиталь. За свою почти вековую историю школа воспитала тех, кем гордятся и на кого сегодня равняются ученики. Реконструкция школы в Псидахе не первый проект Роснефти, реализованный в Ингушетии. 20 ноября в сельском поселении Орджоникидзевское открылся детский сад на 240 мест, затраты на строительство которого также взяла на себя компания. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. А вот как в целом обстоят дела со школами в Ингушетии. Всего в регионе действует 116 общеобразовательных учреждений. И посещают их более 60 тысяч учеников. Более 20 школ работают в 3 смены. В этом году открыты школы в сельских поселениях Кантышево, Алхасты, Псидах. Сейчас ведется строительство еще 5 учебных заведений. Ну а до конца года в сельском поселении Орджоникидзевское планируется закончить реконструкцию школы номер 2. В регионе активно, а главное продуктивно решается вопрос не только с ученическими местами, заботятся и о досуге самых маленьких. Дошкольные учреждения не менее долгожданы. Открытие каждого детского сада с учетом демографической составляющей – это целое событие не только для сельского поселения, но и для республики в целом. Вот именно такого торжества ждут и жители Далакова. Здесь уже начато строительство нового дошкольного учреждения. Репортаж Индиры Манкиевой. Новый детсад будет рассчитан на 220 мест. Трехэтажное здание будет соответствовать всем современным нормам. Уже вырыт котлован, рабочие собираются уложить фундаментные плиты. Завозим инертные материалы на РБУ и будем заниматься бетоном. Сейчас будет подготовка, называется бетонная подготовка под основной плитой, а потом будет основная фундаментная плита. Пока в селе только один детсад, но там не хватает мест, и родителям приходится возить детей в соседние села или вообще оставлять дома. У Рукият Мусиевой 3 детей. 2 старших уже посещают детсад, а вот 3-го ребенка устроить пока не получается. Садик у нас функционирует 6 лет, но он небольшой. И детей в селе много у нас, не хватает мест. Очень обрадовались, когда нам сказали построить этот садик здесь. И всем, наверное, хватит мест на всех детей. По словам заведующей Далаковского детсада, строительство нового дошкольного учреждения поможет как им, так и родителям решить вопрос с нехваткой мест. Это огромная помощь родителям. Мы не можем охватить всех детей, так как не хватает мест. А желающих устроить своих детей много. Его открытие позволит не только частично решить проблему очередности в детских садах, но и создать дополнительные рабочие места. Индира Манкиева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Сегодня глава Ингушетии собрал получателей государственных грантов в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая действует в республике с 2009 года. За это время на развитие бизнеса в общей сложности направлено более 580 миллионов рублей. В республике работают более 13 тысяч предпринимателей. Основные направления – производство продуктов общественного потребления и туризм. В прошлом году помощи от государства получили более 300 предпринимателей. В этом году в рамках программы подано почти 520 заявлений. Комиссия, которая работала с начала августа по 5 сентября, отобрала 369. Развитие и продвижение такой сферы, как малое и среднее предпринимательство, это основа нашей ситуации, нашей республики, так как у нас, по крайней мере, в ближайшей перспективе не планируется, нет таких ресурсов, чтобы создать тяжелую промышленность. Проявить характер и получить работу в прямом эфире удалось жительнице Малгобека. Розита Галаева обратилась в программу «Диалог с народом» с просьбой разрешить ее проблему. В этом году она закончила Ингушский медицинский колледж имени Тутаева и до сих пор не могла трудоустроиться по профессии. Проблему решили. И сегодня в нашем сюжете мы расскажем, как прошел ее первый рабочий день. Фатиме Кариевой слово.
Разита Галаева в этом году окончила Ингусский медицинский колледж имени Асият Тутаевой по специальности сестринское дело. После окончания учебного заведения она столкнулась с проблемой трудоустройства. И Разита решила обратиться к главе республики в программу «Диалог с народом». И вот за несколько дней ее вопрос решили. Ее приняли на работу в гинекологическое отделение Малгобекской районной больницы акушеркой. Сейчас я работаю в гинекологическом отделении. Старшая медсестра ознакомила меня с обязанностями. Старшая медсестра гинекологического отделения Пятимат Коригова провела новую сотрудницу на свое рабочее место. Она условно должна оказать медицинскую помощь только что поступившей пациентке. Ты сразу заряжаешь систему. Разницы нет. 5% глюкозы, физрастворов, лишь бы было чем подключить. Сегодня у нас вышел новый сотрудник, медсестра Галаева Разита. Девочка после колледжа. Но первый рабочий день показал, девочка способная, грамотная. А так владеет всеми манипуляциями необходимыми. Но время покажет, девочка должна еще привыкнуть. На сегодняшний день в Малгобекской больнице наблюдается нехватка специалистов узкого профиля – реаниматолога, анестезиолога и других. У нас не было вакантных мест. И так получилось, что у нас человек уволился с гинекологии, и мы взяли ее на освободившееся место. А теперь все зависит от самой Разиты. Ей необходимо умело применить на практике знания, полученные в колледже. Фатима Кариева, Рахмат Суров, Новости 24. Качество медикаментов и своевременность обеспечения лекарствами. Для больных и их родственников вопросы жизненно важные. Достаточно ли назначения врача для получения необходимых лекарств? Кому и по какой причине могут отказать в надежде на выздоровление? Ответы на эти вопросы в Сунжинской районной поликлинике искали депутаты Народного собрания. Магомед Асканов с подробностями. Для пациентов стало неожиданностью, что навестить их приехали не родственники, а депутаты Народного собрания. Впрочем, парламентарии уделили внимание не только больным. Их интересовало наличие лекарств, которым лечат пациентов. В отделении терапии и неврологии пациенты получают назначение врача. Там в карту больного вносится диагноз и перечень лекарств, необходимых для его лечения. Абу Хамыдханову почти 60 лет. Его привезли в отделение неврологии в тяжелом состоянии. Но благодаря правильному назначению он идет на поправку. Чтобы сделать укол одному больному, необходимо совместить несколько препаратов, и отсутствие одного из медикаментов чревато для здоровья пациента. 10 мл, на физрастворе ставим капельницу, 200 мл физраствора, 10 панангина. Особое внимание депутаты уделили местам выдачи лекарств. Во дворе больницы есть аптека, где медикаменты выдаются в том числе и льготникам по назначению врачей. В плане работы Комитета Народного собрания по здоровью и социальной политике у нас есть пункт, что мы периодически посещаем лечебные учреждения, знакомимся с ситуацией. Особенно это сейчас актуально, когда мы находимся в зимний период, ходим, больницы должны быть обеспечены теплом, достаточным питанием и, естественно, медикаментами. Это самые такие составляющие лечебного процесса. Через дорогу от больницы расположена Сунжинская поликлиника. У входа в нее стояла женщина, которая, еле сдерживая слезы, рассказала, что у ее мужа инсульт. Но лекарства, выписанные врачом, ему не дают. Вместо них предлагают аналоги, от которых много побочных эффектов. У моего мужа и так плохое состояние, а после приема таблеток, заменяющих нужные для его лечения, ему становится все хуже. Он начинает жаловаться на боли в печени, в почках. Я боюсь за его здоровье. Я очень надеюсь, что меня здесь услышат. Ждать долго Зинаиде Магомедовне не пришлось. С ней встретилась главный врач Сунжинской поликлиники и обещала немедленно разобраться в проблеме. Взяли контактные данные женщины и созвонимся с ней. Вопросы, я думаю, что мы закроем. Я просто благодарна таким нашим жителям, которые приходят со своими проблемами сюда. Потому что если жители не будут выносить свои проблемы, они и останутся, их никто не будет решать. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу попросить жителей своего района, чтобы в случае некорректного обращения, в случае взимания просьбы, какие-то платные услуги, если оказываются, то я очень прошу, чтобы они обращались
лично ко мне. По словам главврача, проблем обеспечения лекарствами в этой поликлинике не возникало. Они заблаговременно подают заявки на получение медикаментов, и приходят они раньше, чем закончатся оставшиеся на складах. Магомед Асканов, Майрбек Миржоев, Новости 24. В конце следующего года в Назрани появится каток. Площадь скрытого помещения более 400 квадратных метров. Покрытие искусственное, значит, не будем страдать от капризов погоды и лишать себя спортивного удовольствия проехаться по накатанной. Репортаж Мадины Албогачиевой. Крытый каток с искусственным льдом начали строить в сентябре 2013 года. Пока здесь выровненная огороженная территория, залитая бетоном. Но в конце 2014 года здесь будет настоящий ледовый дворец с огромным катком. Чисто земляные работы все завершены. И как-то мы уже заказали у подрядчиков металлоконструкцию полностью. И мы уже это ждем. Через 2-3 дня уже должен первые металлоконструкции должны уже поступить. Будут учить детей, будут приглашены тренера. И для любителей тоже будут условия для катания на коньках. Приходить кататься смогут все желающие. Также здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею. Это же развлечение, это же прекрасно, это же замечательно. Это же развлечение не только для детей, но и для взрослых. Взрослые не всегда должны быть взрослыми, а иногда почувствовать себя тоже детьми в душе. Я считаю, что хорошо, что строится этот каток, так как у молодежи появится больше возможностей и вариантов, где отдохнуть. У нас достаточно кафе, пиццерий, где можно посидеть с семьей, а сейчас появится еще одно место, куда дети, студенты, родители смогут пойти вместе. Когда катаешься на коньках, можно накачать ноги, или это весело. Я не знаю пока что, если я могу покататься всегда. Я тоже попробую покататься. Если он будет всегда открываться, то я всегда буду ходить. А я вот бы хотела, если такой будет тренер или еще кто-нибудь там, заниматься фигурным катанием. Я бы тоже, если там был бы, я бы тоже пошла. В общем, я хочу идти. Благодаря искусственному льду кататься на коньках можно будет в любое время года. Мадина Албогачиева, Ризван Аушев, Новости 24. Наш следующий репортаж о братьях наших растущих. В Ингушетии начали готовить деревья к зимовке. Забота о плодовых, труд кропотливый и благодарный. Утеплишь к зиме, соберешь к осени. Местным садоводам лениться сейчас никак нельзя. Да они и не собираются. О секретах хорошего урожая, величине дохода и тонкостях ухода расскажет Хадя Дельбиева. Вот чтобы тут они друг другу не мешали, мы их сбоку убираем, чтобы они не ответвлялись, видите? Муратбек Далгиев готовит свой сад к зиме. Он объясняет, как правильно обрезать деревья. На земельном участке в 10 гектаров он выращивает цветы, яблоки, груши, сливы. Основной доход приносит яблоки. Часть из них Далгиев продает на местном рынке, из остальных делают соки и повидло. У нас сейчас 14 сортов яблок, полукарликовых сортов и средних сортов. Есть у нас 3 видов груши. Муратбек занимается садоводством более 10 лет. Как он отмечает, объем урожая во многом зависит от правильного и своевременного ухода. Также многое зависит от подбора сортов под климат. В наших условиях, я считаю, очень хорошо сажать полукарлики, высота которой 3,5 метра, и колоновидные. Колоновидные деревья, между ними всего нужно расстояние до метра. Надо по максимуму убрать междурядья, убрать листья, убрать прошлогоднюю траву. С деревьев убрать все листья по возможности и все оставшиеся плоды. Деревьям, как и людям, свойственно болеть, что отражается в дальнейшем на их плодах. Какие-то грибковые заболевания, был ли ожог дерева. Если ожог, там кора будет отходить от корней. Если парша, то на фруктах заметно язвы. Помимо деревьев, Далгиев также выращивает и цветы. Специально для этого садовод построил парник. В нем пережидают зиму саженцы цветов и помидоров. Чтобы корни не замерзли на улице. Мы их сюда пересаживаем, потом летом высаживаем обратно на землю. У нас бывает
40-45 видов. В Ингушетии развивают также интенсивное садоводство. На Сочинском форуме заключили соглашение о внедрении в республике итальянских технологий садоводства. 2 инвесторам власти Ингушетии выделили земельные участки под сады. Их общая площадь около 300 гектаров. С развитием интенсивного садоводства республика обеспечит яблоками собственное население, а также жителей других регионов страны. Хадия Дельбиева, Магомед Дидибов. Новости 24. Спасибо вам за внимание и спокойной ночи.